Зі збудованих власними руками осель на вулиці більше 300 родин, що проживають у селищі Совук-Дірє під Сімферополем, можуть залишитися безхатьками, бо окупаційна влада не хоче узаконювати їх ділянки. Місцеві жителі обурюються, прийшли фактично на міське звалище. В 2006 році тодішня місцева влада дозволила кримським татарам очистити цю пустку від сміття та дала дозвіл на будівництво. Втім, питання оформлення було відкладено на невизначений час. Відтоді люди власноруч звели будинки, своїм коштом проклали шляхи та комунікації. До окупації, кажуть, стояли у черзі, щоб узаконити ділянки. На руках стоси необхідних документів, зокрема й технічне завдання на розробку плану території. Нинішня окупаційна влада заявляє про те, що немає жодних технічних документів та дозволів на будівництво. Нібито вони десь загубились. Наразі більше 100 осель підлягають знесенню. Мы не так просто взяли и пришли сюда. Было согласование с председателем райгосадминистрации Кунцом Владимир Ефимович, такой был в то время. Было с ним согласование, он показал эту поляну нам, говорит, вот поляна пустует, ну правда свалка. Почистите, пожалуйста, я буду помогать ходатайствовать. И действительно он ходатайствовал, написал по всем сельсоветам, Перовский сельский совет, Чистенький сельский совет, ходатайственное письмо о выделении этой земли под индивидуальное строительство. С 2006 года изначально у нас есть свой план планировки территорий, в соответствии с которым люди размещены каждый на своем участке. Сейчас обрезается вот эта вот часть территории, и эти ни строения, ни жилые дома не будут учитываться. Эта карта в свое время была занесена каждый год новым представителям и райгосадминистрации, и Госкомнадза, и МИЗО. Мы всем заносили свою карту и показывали, что это наша территория. И будьте добры, пожалуйста, если вы будете заниматься разработкой ППТ, учитывать каждый участок. Потому что на каждом участке учтены, есть фамилии, есть участок, значит, есть фамилия, за ним закреплена. Мы 7 лет строили этот дом по кусочку. Всю свои возможности мы закладывали именно вот сюда. Во всем себе отказывать. Для нас это вот единственное, что у нас есть. Мы нигде не отдыхали, никуда не ездили, у нас нет отпусков, мы работаем без выходных. И все, что возможно, мы покупали цемент, мы собирали полгода, накрывали крышу, мы собирали полгода, покупали окна. И я не знаю, как вот, да, правительство говорят, что они могут забрать это и выделить где-то что-то, какой-то участок, и как они планируют перекидывать этот дом. В 2019 году райгосадминистрация пришла, померила все, сказали, так как застройка была еще при Украине, вы имеете право здесь жить, находиться, и выдала нам акт о взятии моего дома себе на учет, и присвоили даже номер. Рискомнац выдала нам выписку о том, что я самоопределилась с землей и что я здесь нахожусь на законном основании. И вот мы были на собрании 30 июня. Нам просто дали понять, что наши участки, наши документы, их просто нет у них на плане. Каждый год мы ходили в сельсоветы, Чистенькое, Перово. Мы везде были. В какой момент они потеряли? І куди вони діли наші дома, які стоять у них на учеті? Жителі жаліються, що перебувають під постійним тиском окупаційних можновладців на тлі зведення по сусідству величезного житлового комплексу. Саме заради нього минулого року знищили литовище Заводське.